Итак, я приехала в Америку из Таджикистана в 2012 году. Мы исповедуем ислам в Афганистане. И когда я была ребенком, моя душа никогда не хотела принимать ислам. Мой отец не был хорошим человеком. Он был очень жестоким. Он плохо обращался со мной, всей семьей и моей мамой. Мне никогда не нравился ислам. Поэтому я начала исповедовать разные религии. Я начала практиковать индуизм и буддизм. Из-за того, что мужчины причиняли мне боль, я думала, что Бог — это женщина. Я была стриптизершей. Я никогда не верила в брак, в настоящую любовь, потому что мужчины причиняли мне боль. Я начала танцевать и пыталась найти себя в деньгах. Я зарабатывала $5000 за вечер. Я путешествовала по миру. Я поехала в Дубай, объездила всю страну. Но в глубине души я всегда была опустошена. И я нашла себе богатого мужчину. Он купил для меня особняк, он платил за все. Но внутри я всегда хотела покончить с собой. Хотя у меня было много денег, у меня был особняк, у меня были красивые машины, я путешествовала. У меня было все, но я никогда не была счастлива. Я всегда была склонна к самоубийству. Моя сестра, она певица, и она ненадолго присоединилась к иллюминатам. Однажды вечером она вернулась и плохо себя чувствовала. Она сказала мне, что видит демонов, и что они пришли за ее душой. Однажды она сказала мне: «О, я видела Иисуса в своей комнате со Святым Духом. Я говорю тебе правду, мы искали истину, а она в Иисусе Христе». Я ей не поверила, потому что думала, что Бог — это женщина. Поэтому я просто не хотела, чтобы это был мужчина. Она сказала мне: «Эй, Тахнас, давай сходим в одну церковь». Я пошла в церковь под названием «Скала», и в первый же вечер, когда я пришла туда, они поклонялись. Я тоже начала молиться. И вдруг, как будто бабочка ударилась об мою спину, и я заплакала. Я начала плакать, не переставая. Собрание продолжалось почти 4 часа, а я плакала, не переставая, около 2 часов. Я подумала, что со мной не так? Я подумала: «О Господи, значит, Бог существует, и это Иисус». И Иисус пришел ко мне и говорил со мной. Он сказал мне: «Тебе нужно перестать танцевать, тебе нужно прекратить заниматься стриптизом». Я очень сильно любила деньги, и он спросил: «Даже если ты будешь ходить босиком по улицам, если ты станешь бездомной, ты все равно последуешь за мной?» И я сказала: «Да, просто спаси меня, Господь, просто забери меня из этой тьмы». И я ощутила, как Иисус вытащил мою душу из ада, потому что когда вы не во Христе, когда вы живете в этом мире, ваша душа или ваш дух находятся в плену у тьмы. И в ту ночь, когда Бог вывел мой дух из той тьмы, я ощутила это. После того, как я обрела Иисуса, моя жизнь полностью изменилась. Именно силой Святого Духа Бога я простила своего отца. Для меня главное в спасении — это простить людей, которые причинили мне боль. Ведь своими силами вы этого не сделаете. В детстве я молилась о том, чтобы мой отец умер, потому что так сильно я его ненавидела. Но после того, как я получила спасение, я начала молиться о том, чтобы мой папа был спасен. Моя жизнь полностью изменилась. Через 1,5 года я вышла замуж. Сейчас я беременна своим первым ребенком.